Ситуация в регионе, сколько случаев заболевания COVID-19 зафиксировано и в каких районах. Сезон весенней охоты частично разрешен. Охотиться можно в районах, где не были введены ограничительные меры. Первомай шагает по стране, но впервые в переносном смысле этого слова. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Также премьер подчеркнул, что в связи с болезнью он уходит на самоизоляцию и еще раз призвал граждан России оставаться дома. В свою очередь глава государства пожелал председателю правительства скорейшего выздоровления и сообщил о том, что в ближайшее время подпишет указ о назначении на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра страны, первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом Мишустин отметил, что несмотря на сложившиеся обстоятельства, он останется на связи с президентом и министрами, а Кабмин продолжит свою активную работу. Прошу вас всех, что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Ильич, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ремовича Белоусова. Еще один человек с коронавирусной инфекцией скончался в республике, сообщает управление Роспотребнадзора. Мужчина 65 лет был выписан из офтальмологической больницы Якутска, где ранее был выявлен коронавирус. Как у контактного, у него взяли пробы анализов, медсестра заметила одышку и вызвала участкового врача. Тот, в свою очередь, скорую помощь. Однако к моменту прибытия кареты медиков самочувствие мужчины резко ухудшилось. Он скончался от дистресс-синдрома. Всего на сегодняшний день в регионе зафиксировано 4 летальных исхода. За весь период распространения коронавирусной инфекции в Якутии зарегистрировано 229 случаев заболевания. В Якутске, Алданском, Ленском, Сунтарском, Вилюйском, Горном, Мирнинском, Нерюнгринском, Эмиконском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском и Намском районах. Из 229 больных выписаны с выздоровлением 34 человека, умерло 4. 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в республике за минувшие сутки. Об этом сегодня рассказал глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации в регионе. Ситуация в республике остается такой же напряженной. За последние сутки у нас 17 новых случаев заражения. Из них есть заражение по ряду районов, таким, например, как по Нерюнгри 2 случая, по Вилюйску 1 случай, появился коронавирус в Намском районе 1 случай. И у нас порядка 12 новых случаев по городу Якутску. Вместе с тем, я считаю, что по городу Якутску у нас в последующие дни все равно будет возвращение к уровню примерно 20 случаев каждый день, потому что у нас очень все-таки крупный, по нашим понятиям, по нашей республике, очаг заражения у нас именно в городе Якутске, по республиканской офтальмологической больнице. Об этом уже сегодня можно говорить, потому что анализ тех данных, которые сегодня у нас имеются, говорят о том, что большое заражение среди медицинского персонала и в том числе заражение и среди пациентов данной больницы. Сейчас проводится служебное расследование, которое должно показать уже степень виновности тех или иных руководителей в определенных нарушениях правил безопасности эпидемиологической, которые были явно допущены в самом режиме работы данного республиканского медицинского учреждения. Борт МЧС России доставил в Якутию врачей. Решение принято на основании обращения республики в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Группировку МЧС России составляют специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также личный состав МЧС Якутии. Всего задействовано порядка 30 человек. Оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя на 30 мест доставлено в Якутию из Хабаровска. В дальнейшем в первых
числах мая из Хабаровска планируется также доставить оборудование для открытия пункта временного размещения вместимостью до 125 человек. Мобильные госпитали и ПВР будут развернуты вблизи Чаендинского месторождения в Ленском районе, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом. В целях организации выполнения мероприятий по защите населения Республики Саха-Якутия из города Хабаровска авиацией МЧС России осуществляется доставка полевого медицинского пункта и пункта временного размещения людей на 125 человек. Полевой медицинский пункт и пункт временного размещения являются полностью автономными и могут быть развернуты на любой территории в любом месте. В Ленске врачи и медперсонал инфекционного отделения работают в режиме казарменное положение, что означает работу в круглосуточном режиме с проживанием в больничном обсерваторе, не возвращаясь домой. Они спасают жизни больных коронавирусом, ежедневно рискуя своим здоровьем. Ленская больница обеспечена всеми необходимыми средствами защиты, и весь медперсонал соблюдает меры предосторожности. Все медработники проверяются, уже неоднократно мы делали посевы, все посевы отрицательные, поэтому поликлиника работает в усиленном режиме, вся помощь оказывается только на дому. Вот. Стационар у нас закрыт, оказывается неотложная помощь, там тоже все перекрыто, чтобы не было пересечения потоков, всем сотрудникам осуществляется термометрия, все заносится в журнал, чтобы никто с температурой на работу не попал. Пока вот так, так что идет такая серьезная работа уже в течение 1,5 месяца. В Хангаласском районе с сегодняшнего дня запрещен въезд и выезд автотранспорта без уважительной причины. Исключениями являются обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту или от места работы и транспортировка продовольствия и медикаментов. Срок действия запрета до 11 мая включительно. Сотрудники госавтоинспекции проверяют поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Напомним, с 15 по 30 апреля ограничение движения было связано лишь с межмуниципальными пассажирскими перевозками. Легковым такси и микроавтобусам не разрешалось возить пассажиров. Согласно указу главы Республики Саха-Якутия, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 15 по 30 апреля текущего года была приостановлена перевозка пассажиров на легковом такси и транспортными средствами категориями М1 и М2 в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха-Якутия. На территории района было организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС на границах дорог регионального и федерального значения. За этот период на территории Хангаласского района было выявлено 3 факта нарушения требований данного указа. В отношении этих водителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса об административном правонарушении. Также в Якутии ввели ограничения на выезды в лес. Глава республики Айсен Николаев поручил ограничить выезды жителей в лесные массивы и за город в период майских праздников. Глава республики поручил усилить информационную и разъяснительную работу среди населения районов и городских округов республики. Люди должны понять, что от того, насколько в эти дни будут соблюдаться ограничения, напрямую зависит, сможем ли мы остановить инфекцию, либо произойдет рост больных с дальнейшим ужесточением карантина, пояснил он. Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь частично разрешен на территории республики. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга. Охота разрешена в районах, где не были введены ограничительные меры в связи с коронавирусом. Въезд граждан из других муниципальных образований в данные районы будет ограничен до 30 мая. Под запретом охота на территории Алдана, Чаендинского месторождения частично на территории Сунтарского района. Сейчас я подписал указ главы Республики Саха-Якутия, которым сезон весенней охоты на территории Республики Саха-Якутия будет объявлен открытым в установленные сроки ранее. То есть по разным районам в разные сроки изменений по срокам не будет. Другой вопрос, что в этом году запрещена охота на тех территориях, на которых объявлен карантин. Еще раз я могу их перечислить. Это у нас территория города Алдана, Чаендинского нефтегазоконденсатное месторождение и части территории Сунтарского улуса, где находится вахтовый поселок дорожников.
Также будет запрещена охота для лиц, которые прибывают на территорию Республики Саха-Якутия извне. То есть охотиться могут только жители, имеющие регистрацию на территории Республики Саха-Якутия. Ну а еще отдельное ограничение сделано для наших северных арктических районов для сохранения здоровья людей там до 30 мая, по 30 мая. Там охотиться могут только жители самих этих районов. Подписан указ главы Республики Айсена Николаева об особенностях проведения охоты на территории Республики Саха-Якутия в весенний период 2020 года. В нынешнем году в условиях сложной эпидемиологической ситуации сезон весенней охоты пройдет с некоторыми особенностями. Так, согласно данному указу, осуществление охоты разрешается во всех охотничьих угодьях, за исключением охотничьих угодий, расположенных на территориях муниципальных образований, на которых введены ограничительные мероприятия карантин. Также гражданам, проживающим в районах, где введен карантин, запрещены выезды на охоту из данных территорий. До 30 мая ограничен выезд граждан из других муниципальных образований для осуществления охоты в охотничьи угодья, расположенные на территории арктических и северных улусов. Охотниками рекомендуется соблюдать в обязательном порядке меры безопасности по профилактике новой коронавирусной инфекции. Телеканал «Якутия-24» запустил специальный сайт alarmyak24.ru, посвященный половодью 2020 года. Портал позволяет своевременно отслеживать сроки и этапы прохождения ледохода на реках республики. Также на нем можно узнать о населенных пунктах, которые попадают в зону возможного подтопления. Помимо этого на сайте имеется информация о том, как подготовиться к половодью и о способах получения возмещения ущерба в случае ЧС. Вскрытие Лены на участке Ленск-Нюя по уточненному прогнозу УГМС ожидается с 1 по 3 мая. Максимальные уровни воды весеннего половодья на реках бассейна Лены и Северо-Востока ожидаются в пределах средних многолетних значений, говорится в сообщении. Нижняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Хамра, а верхняя кромка у Крестовский. Протяженность ледохода 80 километров. Отмечается, что за сутки он продвинулся на 50 километров. В Ленске подвижки льда уровень воды составляет 383 сантиметра. На участке Ленск-Алекминск продолжается суточный рост уровней воды. На территории Амгинского улуса введен режим «Повышенная готовность». По состоянию на 1 мая в 8 часов утра уровень воды в реке Амга составляет 152 сантиметра при критическом 925. Подъем уровня за сутки составил 54 сантиметра. В селах Амга и Чепчелган наблюдаются подвижки льда, у сел Абага и Мяндиги ледостав закраины. Гидрологическая обстановка на реке Сула в селах Алтанцы и Сатагай. Уровень воды ниже отметок гидропоста. Тем не менее, жителям рекомендуется принять все меры предосторожности. Комиссии по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводится мониторинг гидрологической обстановки на реке Амга. Ведется информирование граждан в социальных сетях. На данный момент опасных явлений нет. Ледоход ожидаем по прогнозу 6 и 8 мая. Максимальные уровни ожидаем 750-850 сантиметров, что это на полметра и на метр выше многолетних значений. Опасный уровень у нас, критический уровень 925 сантиметров. К безопасному прохождению весеннего половодья готовы. Важные законы и правила заработают в мае и коснутся многих россиян. С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей. Операции до 100 тысяч рублей будут бесплатными, свыше 100 тысяч в месяц комиссия должна составлять максимум 1500 рублей. Также 1 мая вступает в силу закон, который гарантирует ученикам 1 по 4 классы бесплатное питание. Вводить новые правила будут поэтапно, начиная со следующего учебного года. К 1 сентября 2023 года оно должно работать во всех школах. Вступят в силу ограничения на продажу алкоголя. С 5 мая начнет действовать закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. С площадью зала обслуживания не превышающей 20 квадратных метров. Регионы смогут устанавливать более жесткие требования к площади помещений.
Между тем, новые комфортные для родителей правила получения и распоряжения средствами материнского капитала начинают применять на практике. Пенсионный фонд внес все нужные поправки в административный регламент, которым руководствуются чиновники для оказания этих услуг. Соответствующее постановление правления Пенфонда вступает в силу 1 мая. Теперь рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала должно занимать у сотрудников не больше 10 дней вместо привычных 30. О принятом решении чиновники должны сообщать уже на следующий день. Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха. Для учащихся с 1 по 8 классы рекомендовано завершить обучение до 15 мая, для 10 классов до 29, для 9 и 11 классов до 5 июня. Окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно. Первомай шагает по стране, но впервые в переносном смысле этого слова. Вместо привычных демонстраций и встреч с коллегами и друзьями в этом году праздник прошел в режиме онлайн. Дистанционные поздравления, конкурсы, флешмобы и лекции. Подробности у Юрия Осипова. Уважаемые якутяне, поздравляю вас с Первомаем, праздником весны, труда и мира! Ура! Ежегодно первомайская демонстрация собирала тысячи людей. Пестрые колонны проходили по улицам города с плакатами, транспарантами и лозунгами. Исключением стал этот год. Сегодня улицы пусты, а люди сидят по домам. И о празднике дает знать только музыка, звучащая на центральной площади Якутска. Сам же праздник перешел в онлайн-режим. Участники готовились к параду заблаговременно. Последние несколько лет Якутск неизменно был в числе лидеров в стране по массовости. В прошлом году в столице республики в демонстрации приняли участие более 40 тысяч человек из более чем 300 трудовых коллективов. Через здоровое и благополучное население к сильному и процветающему государству! Ура! Не имея возможности выйти на улицы, многие записали видео поздравления. К флешмобу присоединились различные трудовые коллективы. Ковидное отделение поздравляет всех с первомайскими праздниками. Ура! От имени коллектива Якутской птицефабрики поздравляем вас с 1 мая. Желаем вам радости, вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Многие якутяне решили отметить Первомай даже в условиях самоизоляции. Конечно, не масштабно, но с фантазией. Управление культуры Якутска проводит в социальных сетях флешмоб, посвященный первомайским песням. Принять участие в нем может любой человек. Сложившаяся ситуация внесла коррективы даже в мероприятия, которые проходят в соцсетях. Так организован конкурс на самую оригинальную маску. Также несколько конкурсов объявила Федерация профсоюзов республики. Вокальный, конкурс видеороликов, челлендж, посвященный празднованию 1 мая. Проводимые акции призваны показать заинтересованность Якутии в решении вопросов социальной и трудовой справедливости. Сложная эпидемиологическая ситуация в стране и в мире, вызванная пандемией коронавируса, заставляет нас находить новые формы организации массовых акций. В этом году по всей стране профсоюзные первомайские акции решено проводить путем использования социальных сетей и средств массовой информации. По сообщению главы региона, никаких массовых мероприятий по случаю майских праздников не будет. Чтобы принятые меры не были ужесточены или не были продлены до июня, это время необходимо провести дома в кругу семьи. Юрий Осипов, Якутск. Международный день солидарности трудящихся. Федерация профсоюзов Якутии призывает присоединиться к профсоюзным акциям на странице ведомства Сахапроф. Челлендж под единым хэштегом 1 мая Якутия 2020 покажет заинтересованность трудящихся республики в решении вопросов социальной и трудовой справедливости, а наша солидарность привлечет внимание общества к проблемам человека труда.
Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, добросовестным и честным. Всегда твердо идите по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Да воздастся вам по делам и заслугам. Пусть будет вдохновение и желание работать, а труд ваш будет радостным, без уныния и разочарования. Пусть живет в ваших сердцах любовь и надежда на хорошее, светлое будущее. Дорогие коллеги, дорогие друзья, поздравляю всех вас с праздником 1 мая от имени Горкома профсоюзов госучреждений города Нерюнгри. Мы передаем вам наш пламенный привет, пожелания мира, пожелания добра, пожелания крепкого здоровья, успехов вам во всех начинаниях. Пусть все будет хорошо. Пусть славится наша республика Саха-Якутия. Слава профсоюзам! Поздравляю! 1 мая – праздник каждого жителя нашей многонациональной республики. В этот день даже в самых отдаленных уголках всегда проходили митинги, шествия, демонстрации. Пусть это весной мы не поздравим друг друга воочию. Празднику все равно быть. Дорогие земляки, с 1 мая пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству. От лица профсоюза энергетиков Республики Саха-Якутия, от себя лично, я желаю вам счастья, радости, добра, здоровья. С праздником, дорогая, родная Якутия! Уважаемые коллеги и труженики республики, ветераны труда и члены профсоюза, обращаюсь к вам со словами поздравления от многотысячного коллектива и профсоюзного актива Ленского пароходства. Вас душевно поздравляю с Днем весны и Днем труда. Пусть к вам с этим теплым маем придет счастье навсегда. Чтоб с цветочным вдохновением нашептал вам 1 мая вместе с музыкой весенней лозунг детства «Мир, труд, май». Пандемия пройдет, и никакой COVID-19 не сможет отложить наступление навигации, которая наступает на 10 дней раньше и уже открыта нашими судами в Осетрова. И я уверен, что несмотря на все сложности, речники достойно подготовят свои суда и выполнят все планы перевозок. Добра вам, оптимизма, исполнения желаний и терпения. С праздником весны и труда! От имени Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия поздравляю всех с праздником весны и труда. Этот светлый и радостный праздник по праву считается всенародным и любимым всеми поколениями россиян. Он является неизменным символом единства и солидарности, выражением глубокого уважения к созидательного труда. 1 мая – праздник, который несет с собой весну и тепло, надежду, желание воплотить все свои права и возможности. Пусть ваш труд будет востребован, оценен по достоинству и приносит только радость. Пусть в сердце живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание. С праздником! 1 мая приходит в наши дома как символ долгожданной весны. В этом году мы встречаем его в новом, современном и не менее интересном формате. В это непростое время нам особенно важно быть сплоченными и поддерживать друг друга. Только совместными усилиями мы добьемся успехов, процветания нашего родного края и преодолеем все трудности. В майский день мира и труда желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.